Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Аделина Зарифова. И сегодня мы покажем старт процесса над сиделкой, которую обвиняют в жестоком убийстве бабушки, за которой ее наняли ухаживать. Подсудимой предъявлено обвинение в совершении убийства лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Покажем, что говорят свидетели убийства мужчины в парке «Черное озеро» 30 мая этого года. Он очень много крови потерял. Если, например, музыка или его жена вызвали скорую на тот момент, тогда бы, может, его получилось бы спасти. А также хроника дорожных происшествий. Бабушка на дороге просто упала. Она просто упала, потому что ей 80 лет. Это и не только в ближайшие 10 минут. 79-летняя пенсионерка попала под колеса Kia Soul на проспекте Ибрагимова. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Дошла до середины проезжей части на зеленый сигнал светофора. Вторую часть переходила уже на красный. 41-летняя автоледи за рулем иномарки не пропустила пешехода и задела ногу пенсионерки. На место прибыли медики. Они госпитализировали пострадавшую. После оказания помощи они отпустили женщину на амбулаторное лечение. Бабушка на дороге просто упала. Она просто упала, потому что ей 80 лет. 69-летний водитель Kia Cerato скончался от полученных травм в результате столкновения с КАМАЗом на 12-м километре трассы Альметьевск-Муслюмово. По предварительным данным, он стал объезжать препятствия в виде техники дорожных рабочих. Выехал на встречную полосу, не уступив дорогу едущему там грузовику. Столкновение было почти лобовым. Легковушку развернуло, а КАМАЗ по инерции поехал дальше и столкнулся с другим грузовиком. Водители большегрузов не пострадали, а мужчину, управлявшего легковушкой, госпитализировали, но врачи оказались бессильны. И через 25 минут после столкновения он скончался. Новосавиновский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 45-летней Эльвиры Рахматулловой. По версии следствия, она работала сиделкой. Ее наняли ухаживать за 83-летней женщиной. Но 27 мая под воздействием наркотиков жестоко убила пенсионерку. Обвинение уверено, она перерезала женщине горло и спокойно уснула рядом. Затрудняет произведение защиты, так как отвлекает щелканье, тихое переговаривание корреспондентов. Потерпевшая подсудимая и ее адвокат были не рады вниманию со стороны журналистов. Они просили суд удалить прессу из зала. Судья объявила перерыв и через некоторое время удовлетворила ходатайство. Я не возражаю против присутствия средств массовой информации в ходе рассмотрения данного уголовного дела. На скамье подсудимых 45-летняя Эльвира Рахматуллина ранее была судима за кражу. В этот раз ее обвиняют в убийстве 83-летней пенсионерки. Трагедия произошла 27 мая этого года в одном из домов на улице Читаева. Следователи установили, что она устроилась работать сиделкой и обвиняют ее в убийстве бабушки, за которой должна была ухаживать. Согласно обвинительному заключению, сиделка, которая присматривала за 83-летней бабушкой, не смогла выйти на работу. И тогда семья решила найти ей замену. На сайте бесплатных объявлений они нашли анкету Эльвиры Рахматулловой. Позвонили ей, и она согласилась посидеть с их родственницей. Но в какой-то момент женщина перестала выходить на связь. Тогда они решили их навестить. Дверь ему никто не открывал. Через какое-то время им все же удалось зайти в квартиру. И тогда они увидели перед собой страшную картину. Эльвира Рахматуллова спала. Рядом с ней были окровавленные ножи, а в соседней комнате лежала бабушка с перерезанным горлом. На ее теле было множество и других повреждений. С материалов дела следует, что подсудимая в момент совершения убийства была в состоянии наркотического опьянения. Что стало причиной столь жестокой расправы над беспомощной бабушкой, до сих пор неизвестно. Подсудимой предъявлено обвинение в совершении убийства лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Подсудимая свою вину в предъявленном ей обвинении признает полностью. Однако в ходе судебного следствия на данном этапе она пока отказалась от дачи показаний. Соседи эту трагедию помнят до сих пор, но шума, говорят, в день убийства не слышали. Я вышла на балкон, потому что кот у нас на балконе сидит, и поняла, что что-то произошло. Машина МЧС, скорая помощь, полиция. Бабушка была очень приветливая, очень добрая. Я иногда к ней заходила. В уголовном деле двое потерпевших, дочь убитой и знакомая подсудимой. У последней, согласно уголовному делу, Эльвира Рахматуллина украла 380 тысяч рублей. Оба преступления, хоть и не связаны между собой, объединены в одно производство. В ходе расследования уголовного дела установлено, что
Годом ранее она похитила с банковской карты своей знакомой 380 тысяч рублей. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан ей предъявлено обвинение в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также краже. Пришла, там сказали, у меня деньги взяты. И там она мне распечатку сделала, и была фамилия вот ее. Оказывается, они с Аллой дружили там. Женщина рассказала, ее знакомая Алла попросила открыть для нее банковскую карту, чтобы она смогла пользоваться ей, так как у самой не было паспорта. Потерпевшая ей доверяла и не отказала. Подсудимая и Алла сожительствовали. В какой-то момент они поругались. Эльвира Рахматуллова, как установили следователи, взяла телефон своей подруги и из приложения перевела все ее средства на свой счет. Нафиса Минязова, Дарья Кореева. Вызов 112. Вахитовский районный суд сегодня допросил свидетелей по делу об убийстве в парке Черное озеро. Напомним, 30 мая в 2 часа ночи в центре Казани прохожие обнаружили окровавленного 38-летнего мужчину. Приехавшие на место врачи скорой помощи экстренно госпитализировали пострадавшего, но медики оказались бессильны. Он скончался в реанимации. У мужчины было 3 проникающих ножевых ранения, повреждено легкое. По горячим следам задержали 40-летнего Евгения Музыку. Он вину признал, но не полностью. У него жена есть, она сейчас просто в Казани будет только 8 числа. И она тоже хочет о себе заявить, о потерпевшей, 2 несовершеннолетних ребенка у нее. Потерпевшей в уголовном деле признана сестра убитого. Сегодня допросили свидетелей, и она подробно вспомнила тот страшный для их семьи день. Говорит, в последний раз разговаривали с братом примерно за час до полуночи. Ее 2-летняя дочь случайно набрала его номер, а через несколько часов ей позвонила его супруга и сообщила, что ее брат в больнице, а полицейские ждут ее в отделе. Но она поехала в РКБ. Признается, чувствовала неладное. Он уже был, да, умер. Он умер в 3:38. На операционном столе ему сделали операцию, переливание крови. Пытались его спасти на протяжении часа, но не получилось. Он очень много крови потерял. Если, например, Музыка или его жена вызвали скорую на тот момент, тогда бы, может, его получилось бы спасти. На скамье подсудимых 40-летний Евгений Музыка. Он родом из Польши, зарегистрирован в Керчи, уже 2 года живет в Казани. До процесса по избранию меры пресечения в начале июня он рассказал, что не хотел ни на кого нападать, уж тем более убивать. Он, скажем так, достал нож и тебя убью сейчас, и порезал меня вот. То есть я, боясь за жизнь жены своей, вообще в сторону сразу оттолкнул. Я просто побежал за ним, вот это мы в перепалке, то есть я у него пытался выхватить нож, и оно как-то непроизвольно все произошло. Дальше я просто нож этот забрал, и все, чтобы он дальше не смог ничего совершить, потому что я не знал даже, в каком он состоянии. У подсудимого было ранение руки, и адвокат по назначению тогда рассказывал, что его подзащитный оборонялся, а не нападал. Версия защиты заключается в том, что он в момент совершения преступления находился в психотравмирующей ситуации, которая именуется аффектом. Если экспертизу проводить, у его подзащитного вред здоровью, может даже средней тяжести. Если посмотреть, у него повреждения, получается, фаланги пальцев, рваная рана в левой руке. В разговоре с журналистами подсудимый рассказал, в ту злополучную ночь отдыхал с супругой в парке Черное озеро. Тогда к ним и подошел сильно нетрезвый 38-летний Ренат Гайнуллин и стал предлагать выпить. И объяснил повод, отмечает день рождения дочери. Одному пить больше не хотелось, сильно поругался с женой и ушел из дома. В совместном употреблении спиртного семейная пара ему якобы отказала. И тогда он схватился за нож. Все остальное, по его словам, было как в тумане. 3 раза ударил человека и с супругой ушел домой. Говорит, не думал, что ранения серьезные. Раненого мужчину обнаружили прохожие. Они вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства. Был конфликт, потасовка. По уже приметам, которые получается, пострадавший убегает, а Музыка, получается, его догоняет сзади. Потому что пострадавший остается лежать. Он вместе с женщиной уходит из парка. Его задержали дома, он не скрывался. Однако нож до сих пор не нашли. И неизвестно и то, кому все-таки принадлежало орудие убийства. Отобрал ли подсудимый его у погибшего, или нож был у него самого. Сторона защиты планирует добиться переквалификации на более мягкую статью. На предварительном следствии заявлял, что это просил переквалифицировать на состояние аффекта. В дальнейшем будем по мере допроса свидетелей. Выслушать всех свидетелей сегодня не смогли. На следующем судебном заседании 20 сентября
свидетеля. Допрос планируют продолжить. Рамиль Галиуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин и Дарья Кореева. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.